250 золотых медалистов. Всех этих вчерашних школьников отличают не только безупречные 11 лет учебы. Многие из них являются лауреатами, победителями престижных всероссийских олимпиад и соревнований. В этом году республика может гордиться результатом ЕГЭ. В зале 26 100-бальников. Золотая медаль как доказательство упорства и желания быть лучшим. В зале отличники со всех школ республики. Все эти годы они шли по дороге знаний, строили планы на будущее и точно знали, какой вуз и профессию выберут. Поздравляют отличников и глава Ингушетии. Он отметил, что присутствующие в зале золотые медалисты – безусловно, гордость республики. Махмуд Али Калиматов уверен, что это золото действительно заслуженное. Я думаю, каждый из вас думает о своем будущем и... Идя в большой мир, уже нет рядом мамы, нет рядом папы. Вот. Вы разлетитесь я посмотрел по некоторым учащимся в другие регионы, но все-таки у вас всегда останется теплое, доброе отношение к нашей доброй республике, к вашему дому, к вашим родственникам. Сегодня, наверное, родители радуются, в то же время они понимают, что вы уходите из дому в новую жизнь. Благодарен министру образования, учителям всем и вам, что у нас сегодня 251 медалист. У нас 26 100-бальников. Вы знаете, у нас больше 10, 15 или 14 не было их. Была просто поставлена задача, чтобы вы понимали, чтобы у нас справедливость была на ЕГЭ. Кто в действительности учился, старался и понимал, что знания должны быть, постоянно надо учиться, читать. Поэтому сегодня я очень рад такой огромной, доброй, подтвержденной, как мне докладывал министр, по итогам, что у нас нету теперь тех некрасивых вещей, которые предъявляли нам Министерство образования Российской Федерации. Нам не нужно ни перед кем оправдываться. Если мы хотим, мы это делаем, и вы это сделали. Я очень рад за каждую школу, за каждого директора школы, за каждого классного руководителя, у кого достойно сдали экзамены ЕГЭ. В Ингушетии особое внимание уделяют развитию образования. Благодаря реализации федеральных программ в республике строят современные общеобразовательные учреждения, готовят к поступлению в вузы профессиональные кадры. Глава республики попросил выпускников выбрать профессии, которые сегодня особенно нужны региону и востребованы для развития нашего края. Мы приглашаем с других регионов технических специалистов. Была поставлена задача, чтобы больше в технические вузы шли. У нас востребованность это есть. У нас рабочие места для этого есть. У нас нет, очень хорошая профессия, вот как бы себя не ругать, я сам юрист, да, но юристов достаточно их, а хороших юристов очень мало. В 2021 году изменился порядок получения золотой медали. Ее может получить только тот выпускник, который по результатам единого государственного экзамена по предмету русский язык набрал не меньше 70 баллов. Помимо этого, должен быть удовлетворительный результат по всем экзаменам по выбору. И вот самая важная часть. Глава Ингушетии вручает заслуженные золотые медали выпускникам республики. Спасибо большое за теплую поддержку. Выделяется из всех в зале Ислам Майсагов. Его отличительный внешний вид говорит о принадлежности к кадетскому корпусу. У Ислама большие планы на будущее. Я сдал все экзамены на отлично. Химия, биология и русский язык. Есть одна академия, военно-медицинская академия имени Кирова в Санкт-Петербурге. Я подал туда документы, и они заинтересовались мною и вызвали меня в эту академию. Но я еще думал поступать в Москву, в Сеченово. Но мне кажется, если я пойду в военно-медицинскую академию, у меня перспектив будет больше. Я бы хотел сказать в первую очередь спасибо своей матери, потому что она всегда верила в меня. И это
И была ее перспектива, что я должен поступить в горский кадетский корпус, а оттуда уже в военно-медицинскую академию. Выпускники уже определились с будущей профессией, посчитали баллы и сдали необходимые для поступления в вузы документы. В зале много тех, кто выбрал медицинские, химико-биологические факультеты. Помимо прочего, большой популярностью пользуется финансовый факультет. Медаль – это показатель наших стараний, которые мы приложили все 11 лет, чтобы их сегодня получить. Мы надеемся, что это не первая наша награда, и что в дальнейшем, поступив в университет, мы сможем достойно представлять нашу республику, быть лучшими студентами, сидеть на досках почета. Я уверена в каждом из сегодня здесь находящихся, так как мы все часто встречались на конференциях, научно-практических работах. К ЕГЭ готовились каждый из нас усердно. Мы надеемся, что мы оправдали результаты и своих родителей. Надеюсь поступить в Москву, финансовый при правительстве, реклама и связь с общественностью. Я в олимпиадах участвовала, и вот эта золотая медаль и олимпиады помогли мне добавить еще 10 баллов к своему общему результату. И поэтому сейчас я, в принципе, уверена в том, пройду я на бюджет или нет. Было нелегко на самом деле, но если приложить усилия, то все возможно. Скажи, а как сдала ЕГЭ? ЕГЭ я сдала хорошо, получила 100 баллов по русскому языку. Я очень горжусь этим на самом деле, я очень рада этому. Хотелось бы выпускникам пожелать большой удачи, терпения. Если приложить должные усилия, то все возможно. Хотелось бы от души поблагодарить главу нашей республики за столь приятные моменты нашей жизни и за капитальный ремонт нашей школы. Я не хотела об этом забыть и обязательно упомянуть, что мне посчастливилось провести несколько месяцев в прекрасном кабинете. Глава Ингушетии в завершении церемонии вручения золотых медалей отметил, что каждый должен помнить, что представляет наш регион, а республика, в свою очередь, ждет специалистов. Единственная просьба, чтобы вы понимали и с красными дипломами возвращались к нам, а если будет перспектива, надо осваивать другие города, другие регионы, чтобы наши люди и там продвигались вперед науки. Ну а впереди у медалистов начинается самый важный этап в жизни – студенческие годы. В одном можем быть уверены – мы еще раз услышим эти фамилии уже с красными дипломами. Рина Сычоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.